Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня в студии работает Руслан Ачиров, и вместе с вами мы по традиции сделаем это утро бодрым и подготовимся к новому рабочему дню. Ну а сегодня в течение эфира мы выясним, ради каких гастрономических шедевров россияне готовы отправиться в путешествие. Узнаем про новый налоговый вычет для семей с детьми, кому положен и как его получить. Поговорим с экспертом социального фонда. Разбудим тело энергичной зарядкой. Узнаем, как искусственный интеллект помогает школьникам в учебе. И познакомимся с юным дипломатом из Среднеколымского района, который покоряет межрегиональный форум. Также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», подписаться на который вы можете с помощью QR-кода, который вы видите сейчас на своем экране. Там мы выкладываем все самое интересное, делимся своими мыслями. Ну а также есть канал в мессенджере Макс. Также можете на него подписаться. Ну, а я думаю, что также и в телеграм-канале, и в Максе мы всегда с утра выкладываем прогноз погоды от Гидромедцентра. И прямо сейчас давайте его послушаем. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 14, минус 11 градусов. В заречной группе Улусов от минус 11 до минус 2. В южных минус 14, в Вилюйской группе Улусов от 24 до 19 градусов ниже нуля. В Нижнеленских 24-16 градусов со знаком минус, в западных минус 20, минус 10. В Колымо-Индигирской группе Улусов от 19 до 10 градусов ниже нуля. В Янских минус 27, минус 15. На северо-западе республики от минус 20 до минус 16 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 8 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем от минус 9 до минус 7 градусов. Умеренный снег, гололедица на дорогах, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, порывы 8-13 метров в секунду. Якутский салат попал в топ самых желанных блюд у путешественников. Блюдо индигирка, которое давно называют визитной карточкой республики, заняло 3-е место в голосовании. Зрители выбирали блюдо национальной кухни, ради которой готовы отправиться в путешествие. Вот как выглядит 5 лидеров. На 1-м месте байкальский омуль. Он набрал 22% голосов. 2-е место у пельменей амуры с результатом 19%. 3-е у якутского салата индигирка 10,5%. 4-ю строчку заняли кавказские хычины с 10% и замыкает топ-5 астраханская уха 9%. Ну вот такая получилась гастрономическая вкусная 5. И, судя по голосованию, ради этих блюд действительно стоит отправиться в путешествие по России. Ну а прямо сейчас мы бы хотели передать слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С 1 апреля вступили в силу новые правила работы сервисов рассрочки. Теперь предоставлять ее смогут только компании из реестра Центробанка. А сама услуга станет бесплатной и без скрытых комиссий. Срок выплат ограничен 6 месяцами. Позже сократится до 4. Цена товара должна оставаться неизменной. Штрафы за просрочку не превысят 20% годовых. Информация о покупках на сумму менее 50 тысяч рублей не будет передаваться в Бюро кредитных историй. Закон призван защитить покупателей от навязанных услуг и завышенных цен. Новое вооружение и транспортные средства получили военнослужащие частей Восточного военного округа, бойцы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты и добровольцы-дальневосточники. Часть переданного оборудования – продукция дальневосточных предприятий, резидентов ТОР «Патриотическая». Бойцы получили 59 снегоболотоходов якутской компании ЕКТ «Сокол», 1000 пифи-дронов хабаровской компании «Хабинотех», 500 дронов Забайкальского конструкторского бюро «Ветер». Полпред Юрий Трутнев встретился с добровольцами, работающими в составе подразделений БПЛА. Дополнительно на передовую переданы роботизированные наземные и снайперские комплексы, бронированные Нивы, разведывательные БПЛА, РЭБы и гладкоствольное оружие для борьбы с дронами. Привозим на
на фронт, в зону специальной военной операции под потребности ребят. Встречались с командующим Восточным военным округом. Он так очень хорошо отозвался о поставках снегоболотоходов. Он говорит о том, что сейчас они прежде всего востребованы. Требуется много дронов, но идет постоянная отработка всего, что у нас относится к категории беспилотных летательных аппаратов. Больше всего сейчас используются дроны на оптоволокне. Вот, но вся работа продолжается, она будет продолжаться, пока есть необходимость нашим ребятам сражаться на этой территории. Заместитель председателя правительства республики Георгий Степанов в рамках рабочего визита в Нюрбинский район провел совещание межведомственной комиссии, в котором рассматривались вопросы оказания поддержки участникам специальной военной операции и их близким. На заседании комиссии обсудили меры поддержки детям участников СВО, также ветеранов боевых действий. После межведомственной комиссии мы приняли членов семей, у которых накопилось достаточно большое количество проблемных вопросов. Они связаны с назначением и выплатой единых пособий, которые связаны в первую очередь со своевременным предоставлением военными комиссариатами, военными частями документов военнослужащих. Рассмотрели вопросы выплаты страховых выплат, а также денежного довольствия военнослужащих. Конечно, в основном вопросы связаны с взаимодействием с органами военного управления. Но здесь мы через филиал Госфонда «Защитники Отечества», через наших социальных координаторов эти вопросы решаем. В российских поездах появится стабильный высокоскоростной интернет 24/7 благодаря созданию отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки. Как сообщил глава ФПК, доступ к сети больше не будет зависеть от покрытия сотовых операторов. По планам Минцифры проект позволит обеспечить скоростным интернетом всю территорию страны к 2027 году. С 2026 года семьям с 2 и более детьми доступна новая выплата. Она представляет собой возврат части уплаченного подоходного налога НДФЛ, а именно 7% из 13%. Сегодня мы поговорим подробно, что это за льгота, кому именно она положена и как ее оформить, и сколько уплаченных налогов смогут вернуть в семейный бюджет якутяне. Наш гость в студии Алексей Шамаев, заместитель начальника отдела управления социального обеспечения семей с детьми, отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Алексей Федорович, давайте начнем. Что такое семейная налоговая выплата? Семейная налоговая выплата, ежегодная семейная выплата, я прошу прощения, что попрощаюсь, это мера социальной поддержки семей для семей, у которых двое и более детей. Она регулируется федеральным законом 179 ФЗ от 14 июля 2024 года и постановлением правительства 2173 от 27 декабря 2025 года. В соответствии с этим постановлением на эту выплату могут претендовать граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющим 2 и более детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет, если они обучаются по очной форме в общеобразовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях среднего или высшего формы обучения. И также уплатившими налог на доходы физических лиц в отчетном периоде, то есть в 2025 году. А какой размер этой семейной выплаты? Например, годовой, предположим, гражданин, работающий, уплатил 1 миллион рублей, из них мы высчитываем 7%, это получает 70 тысяч рублей. То есть если он пройдет оценку нуждаемости семьи, то есть мы проверяем не только доходы, и имущество, движимое, недвижимое. Недвижимое – это земельные участки, дома, квартиры и так далее. А движимое – это транспорт, соответственно, автотранспорт, мототранспорт, самоходные машины, соответственно, техника. И самый главный критерий – это оно не должно превышать величину прожиточного минимума в 5-кратном размере. По первой зоне это 50 190 рублей,
по второй зоне это 42 039 рублей. Первая зона это у нас северные районы, а вторая зона все остальные, включая город Якутск. В первой зоне также относятся у нас поселок Удачный и поселок Айхал Мирнинского района. Первой группы. То есть если они доходы рассчитываются из того за 25 год, с 1 января по 31 декабря, мы считаем заработную плату, пенсии, пособия, алименты, различные там компенсационные выплаты, которые подлежат и так далее. Там. И считаем доход. Например, у семьи зарплата, ну, со всеми доходами, проценты по вкладам и так далее, у них где-то 2 миллиона рублей. Мы их делим на 12 и делим на количество членов семьи. Ну, например, их двое, да? И делим на 4, получается, если сумма произведения вот этой суммы меньше, чем означенной по первой или по второй зоне, то есть 50 тысяч, меньше 50 тысяч и меньше 42 тысяч, и у них нет ограничений по недвижимости и движимому имуществу, они проходят и, соответственно, могут получить выплату в размере 7%. Ну, например, у мужчины 1 миллион рублей. Мы считаем, 1 миллион 13% это налог на доходы физических лиц, это 13%, то есть это 130 тысяч рублей. А далее мы считаем разницу 6%, это 60 тысяч рублей. И, соответственно, от суммы 130 тысяч отнимаем 60 тысяч, и у него получается 70 тысяч. И вот эту 70 тысяч он получит, ну, если проходит по всем критериям, вот эта семья получит. Либо самый простой способ – это посчитать сразу 2 НДФЛ у него 1 миллион, высчитываем 7%, это 70 тысяч. То есть он получает 70 тысяч, если он проходит по критериям оценки нуждаемости, соответственно. Ну и, наверное, самое важное, куда обратиться, чтобы получить... Обратиться можно через портал госуслуг, через клиентские службы социального фонда и также через ГАУ МФЦ Порсия. Заявление можно подать с 1 июня до 1 октября 2026 года. То есть вот этот период, 4 месяца, ну, можете успеть, соответственно. Посчитать там свои доходы, имущество посмотреть. Например, имущество мы рассчитываем так же, как как в едином пособии. Соответственно, если у гражданина, например, 2 квартиры, и общая площадь квартир составляет, произведение, всю сумму, общую площадь квартир считаем, потом делим на количество членов семьи. Если меньше, чем 24 квадратных метра, они проходят по этому основанию. А по жилым домам, частным домам, это 40 квадратных метров. На человека. На одного человека, да. Земельный участок должен быть, или общая площадь земельных участков, если гражданин проживает в городской местности, это 0,25 гектар. Если в сельской местности, не более 1 гектара. Соответственно. Ну, большое вам спасибо за очень полезную информацию, друзья. Если вы примерно прикинули и попадаете в эти льготы, то можете воспользоваться. Спасибо вам большое. Но важно не только грамотно распорядиться семейным бюджетом, но и позаботиться о главном богатстве, о здоровье. Тем более, что бодрое утро и хорошее самочувствие, как известно, закладываются с первых минут после пробуждения. И чтобы настроиться на продуктивный день, мы прямо сейчас сделаем паузу и, конечно же, сделаем утреннюю зарядку. Всем доброе утро! Сегодня для зарядки нам понадобится степ-платформа. Если у вас ее нет, вы можете выполнять это упражнение прямо на полу. Итак, поехали! Итак, начинаем нашу зарядку с базовых упражнений. Итак, у нас будет сейчас зашагивание на платформу. Итак, поехали! Начинаем с правой ноги. Мы ходим так, как будто бы мы идем по лестнице. Заходим мягко и спускаемся тоже мягко. Затем левая. Это упражнение очень простое, выполнять может кто угодно с любой подготовкой. Даже те, у кого больные колени. Так, следующее упражнение у нас будет зашагивание и подъем колена в бок. Помогаем ручками, как будто мы ходим. Следующее упражнение у нас будет захлест. Захлест
и заводим ручки назад. При этом сводим лопатки. Стараемся пяткой достать до попы. Следующее упражнение у нас зашагивание и ножка вперед. Тянем ножку вперед, улыбаемся, дышим правильно. Следующее упражнение у нас будет мах в сторону. Так же самое мы встаем над платформу и делаем мах в бок. Здесь мы можем добавить еще ручку. Ручку тянем вверх, ножку в бок. Так, следующее упражнение у нас будет повороты на степе. Ручки поднимаем вверх. Делаем шаг, 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 шаг. Упражнения со степ-платформой помогут вам развивать свою координацию. Это очень важно для людей в преклонном возрасте. Всем прекрасного дня, отличного настроения, занимайтесь, любите себя. Всем пока-пока. Ну что ж, мы размялись, зарядились бодростью на весь день, а это, согласитесь, лучший способ укрепить не только здоровье, но и семейные узы. Кстати, о семье и спорте. В Ленском районе выясняли, кто у нас самая быстрая, дружная и веселая. 8 команд собрались на соревнованиях «Папа, мама, я. Спортивная семья». Эстафеты, азарт, искренние эмоции и ни одного равнодушного. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Папа, мама, ребенок. Таков необходимый состав команды для участия в самых веселых и увлекательных соревнованиях. Локацией, на которой собрались претенденты на звание самой спортивной семьи, выступил спортивный зал «Олимп». Здесь развернулось настоящее спортивное шоу, включающее в себя веселые эстафеты и забавные испытания. Каждая из подготовленных для команд заданий требовала от участников демонстрации не только своих сил и ловкости, но и семейной слаженности. Для нас было главное участие. И как наш девиз, мы сильны по отдельности, непобедимы вместе. Соревнования включали в себя 5 эстафет с набором обязательных к выполнению заданий для пап, мам и ребятишек. Победителем считалась семья, преодолевшая испытания за минимальное время. Детский азарт с каждым конкурсом все больше захватывал всех участников мероприятия. И это касалось не только юных членов команд, но и пап и мам. Все спортсмены максимально выкладывались, чтобы показать свой лучший результат. Спортивно, и всей семье понравилось. Были какие-то сложные моменты? Нет, не было. У папы не было. У мамы были, конечно, куда лыжи, нарты. При этом стоит отметить, что соревнования весьма серьезные, а вот под царящей в спортивном зале атмосфере добрые и веселые. Несмотря на то, что не все участники смогли пройти эстафеты без ошибок, по итогу семьи получили исключительно положительные эмоции. Впечатление прям вау, такое бы почаще. Мы бы везде бы участвовали, принимали бы, только вот время не позволяет. А так вообще сегодняшний день прям классный, веселый, энергичный. Вот реально семью сплочить. Нормально, все отлично. Нам очень понравилось. Спасибо, что организовали такое мероприятие. Болельщики очень громко болели, придумали для поддержки своих команд различные кричалки. А команду детского сада «Теремок» поддерживал целый творческий коллектив. Пока судьи подсчитывали результаты, воспитанницы одного из детских садов организовали зажигательный флешмоб. Золото соревнований у семьи Рословцевых из детского сада «Теремок». С лыжами самый такой конкурс, на который мы вообще не рассчитывали. Но, в принципе, так-то все легко достаточно. Готовились?
Да, готовились каждый день. Вот, старания прошли недаром. Я испугалась от радости, потому что я получила первое место. Поздравляем, умница! Семьям-победителям вручались приятные подарки, кубки и дипломы. Но главным результатом прошедших соревнований стали не столько призы, а невероятный заряд положительных эмоций. Светлана Полеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну, спорт, семья, общие цели – именно такие ценности объединяют поколения и остаются в нашей памяти яркими моментами. Ну а есть события, которые навсегда вписаны в историю, и сегодня не исключение. В этот день в разные годы происходили удивительные вещи, меняющие жизни, города и даже страны. И наша постоянная рубрика «Даты и события» расскажет про 2 апреля. На календаре 2 апреля. Сегодня Международный день детской книги. День гражданского активиста в Республике Саха, Якутия. По народному календарю Фатиния Колодезница. Благодаря 2 преданиям о встрече с Христом у колодца и о смерти мученицы в колодце на Руси в этот день особо почитали колодезную воду. Считалось, что на Фатинию она приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца, так можно было излечиться от разных недугов, в первую очередь от лихорадки. Этот день в истории. 1698. Петр I побывал на заседании английского парламента. 1792. В США основан первый монетный двор. 1876. Подведен итог работы комиссии для изучения медиумических явлений, созданной по инициативе Менделеева. 1912. Впервые в печати упомянуто слово «джаз». В этот день родились Карл Великий, король франков, император Запада; Мария Мериан, немецкая художница и гравер, энтомолог; Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, путешественник и писатель; Ганс Христиан Андерсен, датский поэт и прозаик, писатель-сказочник; Эмиль Золя, французский писатель, публицист. Именины сегодня отмечают Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей и Ульяна. Ну а мы желаем всем доброго утра, хорошего настроения. Кстати, напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», подписавшись на который вы можете узнать все самое-самое интересное. Ну а также подписывайтесь на наш канал в Максе. Ну а мы продолжаем, и тема у нас достаточно интересная, актуальная. Искусственный интеллект. Все уже знают, что это уже далеко не фантастика, а часть нашей жизни. Но зачем учить ему школьников, особенно в сельских школах? И чем ИИ может быть полезен ребенку прямо сейчас? Об этом мы поговорим с нашим экспертом Сергеем Баишевым, генеральным директором компании по разработке ИИ-систем. Доброе утро. Доброе утро. Сергей, скажите, зачем учить детей искусственному интеллекту? Прежде всего, искусственный интеллект – это современный инструмент, который открывает новые возможности, вне зависимости от возраста. То есть искусственный интеллект – это как глобальный интегратор знаний всего человечества, всей планеты, который может в режиме реального времени взаимодействовать абсолютно с любым контингентом, с абсолютно с уникальными людьми, с уникальными компетенциями. И благодаря такому взаимодействию человечество, любой школьник, любой взрослый человек может получать знания и решать свои задачи еще более эффективнее, при правильном использовании искусственного интеллекта. Угу. Ну, то есть это нельзя назвать такой модной игрушкой, это, скорее всего, такой реальный навык, да, для будущего. Вот в чем он может, допустим, на ваш взгляд, какое дальнейшее развитие может получить? Сейчас искусственный интеллект находится в таком переходном состоянии, и многие данным инструментом пользуются, может быть, не совсем правильно, да? Кто-то, например, просит картинку сделать или какой-то реферат за него расписать. То есть это не совсем правильный подход к использованию этой системы, и это путь к деградации на самом деле. Поэтому нужно правильно научиться использовать искусственный интеллект для того, чтобы самому правильно, научиться правильно мыслить, правильно задавать вопросы
И четко, если человек знает свою цель, как достичь той или иной цели, да, и к какому результату нужно двигаться, он сможет, я думаю, любой человек сможет правильно задать вопросы, сделать какие-то собственные выводы, потому что искусственный интеллект может иногда ошибаться. Вот. Ну да, был какой-то случай, когда школьница хотела схитрить, написала контрольную за нее, да, у нас, по-моему, из 10 где-то 5 ошибок, по-моему, сделал, и причем намеренно. Но мы такой вопрос, вот чем искусственный интеллект полезен школьнику сегодня? Ну, как минимум в 3 аспектах. Во-первых, это виртуальный персональный IT-тьютер, который может закрыть любые бреши в знаниях. Да? То есть в современное время, особенно в городских школах, классы очень переполнены, да? И не каждый ребенок получает знания в нужном количестве или неправильно, может быть, понимает учителя. Вот. А, соответственно, искусственный интеллект может, к примеру, квадратное уравнение объяснить 5 разными способами, для того, чтобы до тех пор, пока ребенок не поймет. Да, это простой пример. В целом нужно правильно научиться пользоваться искусственным интеллектом, то есть это называется промпт-инжиниринг. То есть правильно, то есть научиться понимать принципы работы искусственного интеллекта, как он, в принципе, устроен, это тоже полезно. То есть если раньше человек в начале 2000-х, допустим, в Яндексе забивал какой-то запрос и получал 10 ответов, условно, да, и самостоятельно обрабатывал информацию, то в настоящее время ИИ учитывает контекст запроса и выдает за очень короткое время такой проект, черновик решения. А задача человека, который пользуется искусственным интеллектом, сделать в голове правильные выводы. То есть подходит это его решение или не подходит. Потому что, как я уже сказал, искусственный интеллект, он находится в таком переходном стадии развития, когда он может галлюцинировать и выдавать неправильные ответы. То есть нужно самому тоже уметь анализировать. Ну, вот из личного опыта, допустим, бывает, старшая дочка спрашивает, какой-нибудь задает вопрос, и отвечаешь, она тут же берет и спрашивает такой же вопрос у Алисы и сравнивает эти 2 ответа. Я говорю, ты что, родителям не доверяешь? Тоже такой момент есть. Но вот есть ли страх, что дети могут разучиться думать сами? Ведь как бы получается, что нейросеть практически все делает за тебя. Я лично разделяю этот страх, как родитель, у меня 2 детей, но от этого никуда не деться, это базовый навык 21 века. Если 100 лет назад люди только учились читать, то сейчас людям нужно научиться пользоваться этой системой. Вот. Я бы посоветовал, например, родителям вот сесть вместе с ребенком, да, и вместе попробовать порешать какую-то задачу, например, смоделировать путешествие летом, к примеру, да, выстроить какой-то маршрут или решить какую-нибудь простую задачу по физике или по химии, может быть, создать какую-то виртуальную лабораторию, да, чтобы можно было, не имея, допустим, каких-то химикатов, инструментов, получить, то есть в виртуальной лаборатории, да, похимичить, там какие-то опыты можно поделать. То есть вариантов достаточно много для того, чтобы эффективно проводить время с ребенком и выбрать путь развития, а не деградации. То есть научиться уметь правильно задавать правильные вопросы. Да. Ну вот Якутия у нас большая, села часто отстают, бывает такое, да, от городов по технологиям. Особенно мы знаем, что вы как раз этим и занимаетесь. Как искусственный интеллект может помочь сельским школам догнать городские? Да, Якутия у нас уникальная, достаточно много районов. И на самом деле это искусственный интеллект, это великий шанс для наших жителей, да, для того, чтобы освоить те или иные технологии. То есть сейчас границы размыты, любой человек может освоить любую профессию и в режиме работы на удаленке зарабатывать абсолютно те же самые
зарплатные возможности получать и оздоровлять свою экономику, где он проживает, да, в каком-нибудь глухом селе. Вот. Также искусственный интеллект он многообразен в плане знания языков. Да, то есть это очень хороший инструмент цифровизации нашего родного языка, к примеру, для того, чтобы можно было освоить абсолютно любые языки, приобщиться с любой культурой мира. Вот. В частности, в Навской областной гимназии мы обучаем преподавателей и детей разрабатывать уникальные модели искусственного интеллекта, которые облегчил бы жизнь жителям. Спасибо большое, Сергей. Желаем вам успехов. Ну, конечно же, в обучении, в первую очередь, школьников задавать правильные вопросы, правильно контактировать с искусственным интеллектом. Спасибо. Ну, а в первый понедельник марта в России отмечается День театрального кассира. В этом году он пришелся на 2 марта. Инициатором создания праздника 17 лет назад выступил приют комедианта, известный как Театр на Садовой, из северной столицы. Идею поддержали театры по всей стране. День театрального кассира – праздник не парадный. Его не отмечают овациями, о нем не пишут в афишах, но именно с людей этой профессии для зрителя начинается театр. А в честь этого дня наши коллеги посетили Камчатский театр драмы и комедии. Здравствуйте! А когда ближайший премьерный спектакль? Здравствуйте! Ближайшая премьера у нас состоится 5 марта в четверг. Антициклон «Весна». Кстати, вы знали, что билеты на спектакли получаете из рук первой вице-мисс Камчатки? Татьяна Мережникова стала обладательницей этого титула на самом первом камчатском конкурсе красоты в 1989 году. Причем финал соревнования красавиц прошел на сцене как раз театра драмы. В тот год Татьяна готовилась не только к сдаче госэкзаменов, но и к свадьбе. На свадьбу мне понадобилась диадема. Вот срочно. В 89 году диадем не было, зато появился конкурс красоты. Ну, вот что делать? Надо пойти завоевать диадему. Пошла, выиграла, все, пошла дальше замуж. Татьяна – выпускница Камчатского хореографического училища, танцевала в составе ансамбля спортивного бального танца «Кантилена» и других коллективов. На сцене около 30 лет. Ансамбль «Тополек». Вот с ним я ездила в Артек. На «Утреннюю звезду» с полным вперед еще был такой коллектив у нас. Танцевала я самая первая варьете в городе. Да, в ресторане «Авачи». Да, Галина Макарова, Любарский Юлий Борисович, да, у нас был. С 6 лет как пошла в художественную гимнастику, и, в общем-то, все, у меня вот это была мечта танцевать. То есть не стать звездой, не стать балериной. Нет, я не помню такого, чтобы у меня такая мысль была. Мне просто нравилось танцевать. Частью Камчатского театра драмы и комедии Татьяна стала чуть больше года назад. И, можно сказать, эту работу она намечтала. Я очень хотела такое место работы, я очень хотела. Мне просто знакомая как-то скидывает объявление. Требуется как... Ой, боже мой, я... Быстрее бегом сюда. Я первый раз в жизни так же переживала. Я так вот прям вот, я нервничала. Я вот прям вот, да не дай бог, Господи, помоги. Вот честное слово, я очень хотела сюда. Я очень довольна, мне очень нравится здесь. Это вот, как говорится, театр, он должен был закончиться. Вот вся артистическая жизнь, она все равно должно было быть здесь. Это вот, не знаю, это вот мое место. В Камчатском драмтеатре кассиры работают 3 дня через 3, с 10 утра до 7 вечера, с перерывом на обед. Здесь у меня компьютер, здесь у меня стоит микрофон, через который, чтобы мы общались со зрителями. Здесь у меня стоит аппарат, именно через который выходят билеты в виде чека. Здесь у меня стоит терминал для оплаты онлайн. Здесь у меня рабочий телефон. А сами билетики где? Они бумажные еще? Вот здесь они выходят. Нет, бумажных билетов сейчас нет. То есть я все это делаю в кассе, оформляю все это в этом самом в компьютере, нажимаю кнопочку, и отсюда выходит чек. Там вся информация написана на этом чеке. Он и является входным билетом.
То есть в бумажном виде, как раньше было принято, нет, таких билетов уже нет. Театральный кассир не просто продавец билетов на представление, а скорее тонкий психолог и диагност настроения будущего зрителя. Ведь от этого первого общения зависит даже восприятие самого спектакля. Я стараюсь со всеми зрителями разговаривать не просто как купил билет и пошел, а именно разговаривать душевно, как со своими близкими друзьями, товарищами. Мы обсуждаем и спектакль, мы разговариваем. Человек интересуется, а где лучше видно, а где лучше слышно. То есть мы все это сопоставляем. Естественно, пожелания зрителя, допустим, кто-то приходит и говорит, вот я хочу просто прийти, расслабиться, посмеяться, отдохнуть. Естественно, это уже совсем другие спектакли рекомендуешь. То есть это идет общение. Это, да, я согласна, это даже где-то, может быть, мы и психологи. Хранители первых эмоций всегда готовы подсказать, из какого спектакля начать первое знакомство с театром, даже если речь о мужчине. Мне очень нравятся эти ситуации, когда женщина подходит, и жена и говорит, я хочу мужа в театр. Он не театрал, а она ходит, хочу его вот как-то вот, чтобы в театр. Все-таки женщины мы более такие восприимчивые, контактные, впитываем в себя все. Мужчины, они более сдержаны, конечно, и немножечко другой чуть-чуть к ним надо подход. Поэтому я не знаю, я советую всегда комедию. Причем комедию обязательно какую-нибудь очень легкую, такую, чтобы такая, знаете, конфетка сладенькая такая, чтобы заманить мужчину в театр. И после комедии можно постепенно переходить к более серьезным драматическим постановкам, считает Татьяна. И вы знаете, женщины действительно говорят, спасибо большое, мужу так понравилось, сказал, в следующий раз пойдем вместе опять в театр. Ну а также в театре все начинается с вешалки, а в жизни образ создаем мы сами. Как обычную футболку сделать стильной деталью, об этом в рубрике «Мода и стиль». Доброе утро, дорогие друзья! Я стилист Дарья Габышева, и это ваша любимая рубрика о моде и стиле. Сегодня будут мои рекомендации. Мы продолжаем с вами тему стилизации футболок. Сегодня поговорим, как футболки стилизовать в многослойном варианте. Вот. Также, например, если у вас бордовый, серый, там, не знаю, любой принт, постарайтесь повторить этот цвет где-то еще. Может быть в аксессуарах, может быть в обуви, может быть в дополнительных деталях другого слоя, который вы выберете. Тогда у вас будет максимально сочетаемый и гармоничный образ. То есть это тоже один из важных секретов того, как идеально сочетать образы. Также, когда мы с вами сочетаем многослойные образы, мы с вами помним, что на первый слой мы всегда выбираем вещь, которая тоньше по материалу. В том случае это будет выглядеть максимально гармонично. Но бывает исключение. Сейчас покажу. Один из вариантов исключения в стилизации, когда мы можем выбрать более плотную ткань, например, здесь у нас в основе худи, сверху у нас уже большая принтованная футболка. Но особенность в том, что футболка должна быть гораздо больше по размеру, чем худи. Если для вас это возможно, то такой вариант стилизации тоже разрешается, это может смотреться хорошо. Выбирайте футболки из более плотного хлопка. Вот это такой, наверное, важный элемент при стилизации многослойных образов. Если футболка поверх, она должна быть достаточно плотной. Только в том случае это будет выглядеть красиво. И тогда тут образ получается таким интересным. Я бы еще попробовала выбрать, например, под низ, например, серый худи, зеленый. То есть помните, о чем я говорила? Переход цвета. То есть мы растягиваем цвет, повторяем какие-либо детали. Дальше, когда мы говорим о стилизации, очень часто спрашивают, можем ли мы носить, например, футболку в каких-то классических прочтениях. Да, можем. Футболка в целом не всегда у нас имеет стилистическую привязку. Можем попробовать с таким вот объемным жакетом, оверсайз. Я знаю, что многие уже устали от оверсайза, говорят, когда же это прекратится, друзья. На самом деле сейчас много вариантов разных верхов, вторых верхов жакетов. То есть мы, смотрите, можем сделать вот такого варианта стилизацию. Когда мы подбираем, например, к футболке жакет, пиджак, да, если мы чувствуем, что здесь у нас строгая форма, наша задача создать немного расслабленный такой образ, я бы рекомендовала подвернуть рукава достаточно сильно. Там у нас с вами был второй слой, если вы его оставляете, мы можем
вытащить его наружу. Сейчас. Можем вот так немножко вытащить, она у вас будет обтягивать ваш рукав. Здесь вот так вот, да, эту часть мы немножко вытаскиваем. У нас уже вот так получается, да. С этой стороны мы его тоже подвернем. И вот такой вот у нас будет расслабленный аутфит. То есть достаточно понятный, расслабленный, интересный. Здесь можно стилизовать и с грубыми ботинками, здесь можно стилизовать и с сапогами, которые заходят под юбку. Это могли бы быть джинсы, например, снизу, да. Это могли бы быть и какие-то кюлоты, сейчас актуальные, кожаные брюки. То есть, по сути, весь образ состоит из базовых вещей. Но именно стильным его делает создание многослойного образа и разница фактур. За счет этого все хорошо играет. Поэтому пробуйте и экспериментируйте. Футболка, она ни в коем случае не ограничена тем, что мы ее носим только с джинсами. Мы можем позволить с вами себе гораздо больше. И еще больше интересных, простых и понятных сочетаний всегда в нашей рубрике «Мода и стиль». Спасибо большое за внимание. А в Якутске завершился юбилейный фестиваль «Будущий дипломат», который впервые прошел в межрегиональном формате. Участники из 23 районов Якутии, а также школьники из Калужской области, Удмуртии и Башкортостана соревновались несколько дней. Среди финалистов также гость нашей студии, ученик 8 класса Сергей Третьяков. В этом году он стал дипломантом 3-й степени в младшей лиге. Доброе утро. Доброе. Сергей, поздравляем тебя с победой. Спасибо. Дипломант 3-й степени. И причем конкурс достаточно большой. Вначале было 150 участников. Скажи, вот в этом году ты стал дипломантом 3-й степени. Вот, когда объявляли результаты, какие эмоции ты испытывал? Для меня это была неожиданная радость, так как изначально думал, что в десятку хотя бы попасть, это для меня будет уже хорошо. Но вот чтобы в тройку попасть, для меня это было уже что-то с чем-то. Радость неописуемая такая была. Здорово. Мы за тебя тоже рады. А в 24 году, то есть 2 года назад, ты был победителем младшей лиги. Каково это было и изменился ли фестиваль с того года? В младшей лиге в 24 году, когда я был дипломантом 1-й степени, я даже ни на какое место претендовать не стал, просто участвовал для себя, так померить силу. И, конечно же, да, конкурс очень сильно изменился по сравнению с 24-м. Более расширенная программа, масштабы, вопросы более такие актуальнее, сложные и так далее. Но вот как ты принял решение участвовать снова? То есть ты в 24 году стал победителем. Почему принял решение еще раз поучаствовать? Для меня эта тема стала очень интересной, сама, в принципе, политика, дипломатия, после чего я стал усердно работать над этим, из года в год готовиться. Конечно, в 25 году я отказался от участия, но в этом году принял участие, и вот так вот получилось. Учитывая то, что конкурс развивается и увеличивается количество участников, то, что ты стал, повторил успех, можно сказать, 24 года. Ну а что для тебя самое интересное в этом конкурсе? Самое интересное — это вопросы по эссе, которые задают во время собеседования, на которые должен ответить по актуальным вопросам. По истории, например, попадался вопрос, как Россия участвовала в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, что такое 13-дневная война и что она собой представляет, и тому подобные вопросы. А с какими проектами и заданиями ты выступал? Мне попало... Я выбрал тему, было 14 тем, и из этих тем я выбрал тему проблемы ближневосточного мирного урегулирования, подходы и интересы государств. Мощно, мощно. Как думаешь, какими чертами характера должен обладать дипломат? Это прежде всего стрессоустойчивость, умение работать в критической обстановке, умение выходить на компромиссы, и тому подобное. Умение слушать — это самое главное, и анализировать ситуацию по данной обстановке. А есть ли человек, на которого ты равняешься в жизни? Да, есть. Это в первую очередь Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел Советского Союза, которого успели прозвать в Западе «Мистер Нет». Его стальной характер — это мой главный пример, который я беру. То есть стержень должен быть внутри.
Ты уже решил связать свою жизнь с политикой или же тебе интересны какие-то другие направления? Ну, помимо дипломатии еще интересуюсь экономикой, валюты разных стран, история их создания, доллара США, рублей России, которые в 90-м году терпели очень трудные времена в свое время, дефолт 98-го, обвал рынка, Черный октябрь и так далее. Угу. Ну вот если бы тебе прямо сейчас предложили выбрать любую страну, где ты хотел бы представлять интересы России, то есть куда бы отправился? Это вопрос, пожалуй, самый интересный. Угу. На данный момент я рассматриваю 3 или 4 страны, которых я бы хотел представлять интересы своего государства. Это в первую очередь Монголия, во вторую очередь Корейская Народно-Демократическая Республика или Босния и Герцеговина. Ну и в крайнем случае Никарагуа в Центральной Америке. Достаточно необычный такой выбор, да? Почему вот именно эти страны? Ну, Монголия — это прежде всего ближе к Якутии, так как есть теория, что Якутия и Монголия имеют довольно очень тесную связь в истории и, в принципе, по культуре. Ну, Северная Корея, потому что сейчас уже нарастает очень тесные связи с Россией. А Босния и Герцеговина — это просто государство, которое мне нравится. Ну, а Никарагуа — это такое колоритное государство, так сказать, в Америке. Угу. Расскажи, вернемся к конкурсу, к фестивалю. Вот сколько дней он проходил? Я знаю, что даже финал сам по себе проходил в 3 дня, да? Угу. А вот протяженность самого конкурса сколько? Ну, сама протяженность конкурса с ноября, так как очень долго многие участники мы ждали, когда опубликуют 14 тем, над которыми мы будем работать. Это опубликовали в ноябре. Потом с этого времени начали собирать материалы, писать эссе, первые черновики, вот это вот все. Потом, когда в декабре вышло положение, уже многие начали готовиться к улусному уровню конкурса. Они проходили где-то с середины до конца декабря, а некоторые до января. Потом уже в начале марта опубликовали списки финалистов, которых очень усердно искали себя и своих товарищей. Потом, после чего уже сама подготовка к финалу, и вот конец марта, начало апреля уже сам финал и оглашение итогов, после чего уже все ждем 27-й год. Слушай, ну очень обширная программа, на самом деле. Работа практически, почти полгода, да, ведется. И, соответственно, мы тебя, конечно, поздравляем, что целеустремленно. И, получается, уже второй раз ты в тройке лидеров, да, в 2024 году 1 место, в этом году дипломант 3 степени. Ну и, конечно, желаем тебе успехов, тебе и твоим наставникам. Я думаю, что у тебя есть, конечно же, учителя, которые тебе помогают, и близкие люди. Пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить свою учительницу по истории обществознания Винокуров Инну Дмитриевну, которая впервые предложила попробовать себя в этом конкурсе еще в 2023 году, когда был 5 классом. И вот с того момента уже из года в год принимая активное участие, после чего я сам уже выбрал путь в сторону дипломатии и политики. Спасибо. Спасибо тебе. Ну а мы, пока юные дипломаты осваивают искусство переговоров и учатся находить общий язык с разными людьми, предлагаем нашим телезрителям отправиться в мир большого кино, где тоже часто ищут ответы на сложные вопросы. Давайте посмотрим премьеры, которые будут в эти выходные. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Продолжение триллера про выживание «Я иду искать 2. Дожить до рассвета любой ценой». Фильм, который в 2019 году неожиданно стал хитом благодаря необычному сочетанию черного юмора, сатиры на богатых и элементов слэшера. Ваша новоиспеченная семья уже на том свете. Но вы не знали, что с них все только начинается. Картина вышла спустя 7 лет после релиза первой части, что само по себе уже вызывает интерес у поклонников оригинала. Режиссерами проекта вновь выступили Мэтт Беттинелли, Олпин и Тайлер Джиллет, сохранившие стилистическое направление и атмосферу предыдущей картины. Мониторы, включи!
Для тех, кто немного подзабыл события первой части, напомним. Главная героиня выходит замуж за мужчину из весьма необычной и загадочной семьи. Как выясняется, его родственники и он сам состоят в некоем мистическом культе, где строго соблюдаются древние ритуалы, нарушение которых грозит неминуемой гибелью. В брачную ночь невесте предстоит пройти своеобразное испытание, и ей выпадает, казалось бы, безобидная игра в прятки. Однако очень быстро становится ясно, что это не просто игра, а настоящая борьба за выживание. В итоге героиня выбирается живой и, как ей кажется, выходит победительницей, хотя позже выясняется, все далеко не так однозначно. Вторая часть начинается буквально с финальных сцен первой, практически без паузы продолжая историю. Сюжет сразу же возвращает зрителя в напряженную атмосферу, где героине снова предстоит участвовать в смертельной игре. На этот раз ей необходимо также дожить до рассвета и одержать победу, чтобы окончательно остановить культ и положить конец этой цепочке. Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. С 1 апреля предельный размер переплаты по микрозаймам сроком до года снижается со 130% до 100% от суммы долга. Также ужесточаются правила оценки доходов. Банковские выписки теперь принимаются только для подтверждения зарплаты, пенсий и соцвыплат, а предприниматели должны использовать налоговые декларации вместо справок, выданных самим себе. Кроме того, если заемщик не разрешит доступ к кредитной истории, его долговую нагрузку рассчитывают исходя из того, что платежи равны доходу. С 1 апреля этого года вступает в силу усиленный режим продажи маркированных товаров. Система «Честный знак» начнет автоматически блокировать на кассах продукцию с недействительным или аннулированными сертификатами. Новые правила коснутся парфюмерии, обуви, шин, воды и пива. Механизм позволит исключить продажу опасных и контрафактных товаров, качество которых не подтверждено реальными испытаниями, обеспечивая потребителям дополнительную защиту прямо в момент покупки. В Якутске подвели итоги Республиканской олимпиады «Старт в космос». Мероприятие уже 8 лет реализует Амгинский лицей при поддержке члена Российской академии космонавтики Саргылан Демиденко. Всего в ней приняло участие более 700 учеников с 7 по 11 классы из 13 районов Якутии, из которых в финал вышли 100 лучших. Участников ждали олимпиадные задания по математике, физике и английскому языку, которые неотрывно связаны с космическими профессиями. Кроме того, для школьников провели мастер-классы, а также экскурсии по Якутскому авиационному техническому училищу и показали работу местных авиалиний. Победители олимпиады смогут посетить космодром «Восточный» и Центр подготовки космонавтов в городе Звездный. Идея эта возникла за счет проблемы нехватки инженерных кадров в нашей республике. Но мы эту олимпиаду проводим не как для того, чтобы воспитать космонавта, но это тоже, конечно, да. Но и смежные космонавтика – это же не только подготовить космонавтов и так далее, а это еще и смежные отрасли в IT, в материаловедении, в технических направлениях. Да? Поэтому, я думаю, наша Олимпиада в какой-то мере будет решать вот эти нехватку технических кадров. Манящая Азия. В СФУ прошел фестиваль культур. Так, Институт зарубежной филологии знакомит якутских школьников с традициями стран Востока. Для детей подготовили мастер-классы и игры, берущие свои истоки из Японии, Кореи и Китая. От оригами до искусства владения веером. Подробно ребятам рассказали и о костюмах народов Азии. Ханбоки, кимоно и ханьфу. Фестиваль организован в рамках недели восточных языков. Помимо фестиваля, за 7 дней профильная кафедра университета проведет олимпиады и конкурсы. Сегодня у нас проходит ежегодное мероприятие «Неделя восточных языков», где с моей группой мы подготовили мастер-класс «Традиционный танец с веером» и движение ушу. На мне сегодня традиционная одежда – это ханьфу, то есть особенность этой одежды заключается в рукавах, длинных рукавах. То есть люди, которые носят одежду с такими рукавами, это высшая знать. И на мне также украшения китайские, национальные, шпильки, сережки и заколки.
Директор школы из Удачного выиграла всероссийский турнир по бодибилдингу. На соревнованиях Кемерово Кристина Иванова-Александрова завоевала золотую медаль в классическом бодибилдинге, а также серебро в категории боди-фитнес. 47-летняя спортсменка руководит 24-й школой в Удачном. В спорт женщина пришла после рождения сына в 2022 году. Начала регулярно тренироваться вместе с мужем, который тоже занимается бодибилдингом, и добилась впечатляющей формы. Ее пример вдохновил окружающих. К занятиям спортом присоединились коллеги, родители учеников и сами школьники. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах. Ну а мы тоже, в свою очередь, желаем вам хорошего, бодрого начала дня. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который вы можете подписаться и быть с нами в течение всего дня. Ну а также не забывайте про наш канал в мессенджере Макс. Оставайтесь вместе с нами каждое утро в 7 часов утра на телеканалах Якутия 24 и НВК Саха. Пока.